Трамп продаст оружие Зеленскому, госсекретарь приедет на парад в Москву, а в Беларуси освободили убийцу Лукашенко. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное и интересные новости. Судьба украинских природных ресурсов решена. Неожиданные детали договора Украины и США. Путин делает из тебя дурака. За кулисами Трампа устроили холодный душ. Оккупанты форсируют Днепр, что у них уже получилось, а что нет. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. США оформили первую сделку по продаже оружия Украине. Трамп впервые за второй срок согласился продать Украине оружие на $50 миллионов и больше. Как пишет Киев-Пост со ссылкой на источники в дипломатических кругах, 30 апреля администрация Дональда Трампа официально проинформировала Конгресс о том, что собираются одобрить экспорт вооружений Украине по механизму прямых коммерческих продаж. И это очень важно. На сайте Конгресса тоже есть подтверждение этой информации, и это первое подобное решение в нынешнем президентском сроке Трампа. Речь идет о товарах военного назначения, технической документации и некоторых сопутствующих услугах. Все решения по механизму прямых коммерческих продаж тихие, их не анонсируют публично. Новость заключается в том, что продажа оружия продолжается, хотя до сих пор все указывало на то, что Трамп полностью отрежет Украину от поставок. С 2015 по 2023 годы США уже передавали Украине через такой же механизм оружие и услуги на $1,6 миллиарда. Но все эти сделки проходили без широкой огласки. Украина и США создали общий фонд восстановления. Деньги пойдут в минералы и стратегические ресурсы. Министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления США-Украина, который будет наполняться за счет новых проектов в добыче полезных ископаемых нефти и газа. Это партнерство позволяет Соединенным Штатам инвестировать вместе с Украиной в раскрытие потенциала Украины, мобилизовать американский капитал и стандарты управления, которые улучшат инвестиционный климат в Украине и ускорят восстановление ее экономики. Сегодняшнее соглашение ясно сигнализирует российскому руководству, что администрация Трампа привержена мирному процессу, направленному на обеспечение свободы, суверенитета и процветания Украины в долгосрочной перспективе. Sovereign and prosperous Ukraine over the long term. США подчеркивают цель помочь Украине восстановиться, не допуская, чтобы кто-либо, кто поддерживал или финансировал российскую военную машину, получил от этого хоть копейку. Фонд США-Украина создается для восстановления и развития критической добычи. Это минералы, нефть и газ. Условия 50/50. Украина и США совместно управляют фондом без преобладающего голоса. Все ресурсы остаются в украинской собственности. Это закреплено в соглашении. Приватизация и контроль над компаниями типа Укрнафта и Энергоатом не подразумеваются. Никаких долговых обязательств Украины перед США соглашение не предусматривает. Фонд наполняется только за счет новых лицензий 50% от доходов. Уже начатые проекты и бюджетные доходы в фонд не включаются. Необходимы точечные изменения в бюджетный кодекс. Налоги не взимаются ни в США, ни в Украине, ни с доходов фонда, ни со взносов. Ну и американская сторона поможет привлекать инвестиции и технологии. По словам украинского министра, соглашение соответствует Конституции и не нарушает курс на евроинтеграцию. Все ресурсы остаются в собственности Украины. Если мы можем опираться на это соглашение и получать военную помощь из Штатов Америки, пока это скромно, достаточно 50 миллионов, то хорошо, да, это плюс. Но про ленд-лиз пока мы не говорим. Я думаю, что Трамп теоретически, он, конечно, мог бы пойти на более решительные действия. Вопрос ленд-лиза тоже мог бы поднять, но только в случае того, если вот он будет окончательно раздражен позицией Путина и Российской Федерации. Но пока мы этого особо не видим, к сожалению. Подписание прокомментировал Трамп. Говорит, страна получит больше, чем вложила. Правда, ту сумму, которую Трамп называет вложениями, снова слегка преувеличил.
Европейцы потратили 100 миллиардов, и их деньги в безопасности, потому что у них в банках российские деньги. Байден передал им 350 миллиардов долларов наличными и военным оборудованием, а мы не получили ничего. И сегодня мы заключили соглашение, по которому теоретически получим гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов. Президент США меняет тон в адрес Путина, и не просто так. Как выяснила Политико, все это время Лондон и Париж тайно прессовали Вашингтон, чтобы вырвать у Трампа хоть одно жесткое слово в адрес Кремля. После месяцев закулисных переговоров с премьером Британии Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, Дональд Трамп внезапно начал критиковать Путина. Источники в европейских правительствах уверяют, это результат тщательно спланированной операции. На данный момент Трамп понял, что Путину нельзя доверять. Это то, что президент Макрон постоянно повторяет и пытается донести до Трампа. Это наша нынешняя стратегия. Трамп непредсказуем, сегодня он жестко выступил, завтра может снова пожать руку Путину, там прекрасно это понимают. Главную работу в этой кулуарной атаке на Кремль провели советник по нацбезопасности Британии Джонатан Пауэлл, министр обороны Джон Хилли и посол США в Лондоне. В ход шли разговоры, встречи, прямые и скрытые сигналы, только министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми успел поговорить с госсекретарем США Марко Рубио 13 раз. А сколько раз общались Стармер и Трамп, в Лондоне предпочитают не уточнять. Но говорят, что почти столько же. Отдельную роль сыграл Зеленский. В Риме он лично поговорил с Трампом, как мы помним, и об этом мы говорили в предыдущих выпусках Нехта Лайв, и, по словам источников, все повернулось после этого разговора. Как думаете вы, действительно ли изменилось мнение Трампа по поводу Путина и в чем это выражается? Пишите в комментариях, на что это может повлиять и повлияет ли в принципе, если это правда. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. США могут отправить своего представителя на так называемый Парад Победы в Москву. Обсуждается приезд госсекретаря Марко Рубио. Об этом пишут пропагандисты из «Звезды» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По словам собеседника пропагандистов, речь идет об участии на высоком уровне. И в качестве возможного представителя рассматривается действительно нынешний госсекретарь. При этом в Кремле уже подтвердили, что президент Дональд Трамп в Москву 9 мая не прилетит. Около 20 мировых лидеров, включая руководителей Китая, Индии, Бразилии и стран СНГ, прибудут в российскую столицу. Также в Москве ожидают военные делегации из 19 стран. Тем временем в ЕС разгорается дипломатический скандал. Глава Еврокомиссии Кая Каллас открыто предупредила о последствиях для тех, кто поедет на парад вопреки позиции Брюсселя. Также европейские лидеры говорят о вероятном прекращении огня и предложении РФ на несколько дней перестать стрелять. На Красной площади хотят чувствовать себя в безопасности после всего, что они натворили. Им нужно шоу мира, если можно так выразиться. Но перемирие и мир — это не декорация. А когда я вижу, как часто Россия нарушала перемирие, особенно последние, встает вопрос. Нужно не просто перемирие, а восстановление доверия. Мир — это слишком серьезно, чтобы устраивать его ради чьей-то пропаганды. Тем временем РФ захватывает новый плацдарм. Россия пытается высадиться на остров Бугаз, хочет форсировать Днепр с юга. Войска оккупантов активизировались на юге Днепровской системы островов в Херсонской области. По словам спикера сил обороны Юга Владислава Волошина, оккупанты несколько раз пытались высадиться на остров Бугаз рядом с населенным пунктом Кизамыс, чтобы создать плацдарм для переправы через Днепр. Попытки выглядят так, что, например, враг на плавсредствах пытается пересечь какую-то там водную артерию, это пролив или Днепр. Если удается кому-то выжить на этих островах, то они там играют в такую импровизированную робинзониаду. Когда их оттуда забрать враг уже не может, доставляет им дронами и продукты, и воду, боеприпасы. А за несколько дней бывают случаи, что эти российские военнослужащие робинзоны сдаются в плен. Тем не менее, эти единичные высадки российская пропаганда подает как контроль над островом, хотя по факту закрепиться там враг не может. Силы обороны Украины заявляют, что полностью контролируют обстановку и делают все, чтобы сорвать попытки форсировать Днепр с южного направления.
Минск освободил политзаключенного гражданина США и Беларуси, приговоренного за якобы подготовку убийства Лукашенко. Юрий Зинкович был арестован КГБ в 2021 и приговорен к 11 годам тюрьмы. Его обвинили в заговоре с целью захвата власти и подготовке покушения на Лукашенко и его семью, якобы при поддержке США. Свою вину он, естественно, отрицал. Официальный Минск освобождение не комментирует, но по данным CNN и Интерфакса, группа американских чиновников вывезла Зинковича в Литву, где его встретил заместитель госсекретаря США по делам Европы Крис Смит. Это пока один из самых громких случаев освобождения американского заключенного из тюрем Лукашенко. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.